Вы слушаете подкаст «Казах протест тарихы» студии «Булбул». Этот подкаст рассказывает историю протеста как политического и социального жеста в Казахстане с момента образования казахского ханства до 2022 года. Слово «казах» в названии не ограничивает рассматриваемые нами явления до сугубо одной этнической группы. Слово «казахский» здесь отсылает к тому, что это тоже часть истории Казахстана. Данный подкаст предназначен исключительно для информационных целей, основанной на информации из открытых источников и личных исследованиях. Подкаст не преследует цели разжечь межэтническую или иную рознь, как и не призывает к конфликтам. Вся информация предоставляется в образовательных целях для понимания исторических событий. Между Жанаозен и Кантар. Как менялись протесты в 10-е годы. Текст написал социолог и директор исследовательского центра Paper Lab Серик Бисимбаев. Текст читает Айсулу Тайшибек. Жанаозенские протесты. Город Жанаозен имеет долгую и сложную историю массовых протестов. Их главной движущей силой были преимущественно нефтяники, которые уже с середины 2000-х годов организованно выступали для защиты своих интересов. В ход шли самые разные способы коллективной мобилизации – от акций голодовок и приостановления работы до массовых забастовок. Благодаря своей сплоченности нефтяники неоднократно добивались улучшения условий труда, повышения заработной платы и отмены некоторых решений своего руководства. Так, например, в 2009 году после публичных протестов работников Озенмунайгаз потеряли должности генеральный директор предприятия Даулбай Абулгазиев, а также аким Жанаозена Жалгаз Бабаханов. Смена руководства предприятия и города были одними из требований бастующих. Однако проблема была не только в руководителях и системе трудовых отношений. Существовал целый комплекс социально-экономических проблем, которые питали в Жанаозене почву для постоянной напряженности. Это высокий уровень имущественного неравенства, безработица, а также быстрый рост населения за счет миграции и рождаемости. Эти проблемы усиливала коррумпированность руководителей нефтедобывающих предприятий и местных властей. Масло в огонь недовольства также подливали репрессии властей против профсоюзных лидеров и организаторов митингов. Например, в 2009 году неизвестные ранили председателя профсоюза предприятия «Жундеу» Эхласа Шангиреева. По его словам, нападение было связано с его обращением в финансовую полицию по фактам хищения на предприятии. О систематических давлениях на активистов профсоюзов Каражанбас Мунай в Жанаозене также сообщал в своем докладе по итогам командировки в город в 2011 году правозащитник Галым Агилеов. В 2011 году возник очередной трудовой спор, который перерос в длительный протест нефтяников. На протяжении 7 месяцев работники Озенмунайгаз и Каражанбас Мунай вели забастовку с требованиями установить справедливую систему оплаты труда и улучшить бытовые условия на работе. Қазақстанның 70% байлығын сендер өндіресіңдер. Әкімдер, басқа да лауазымды адамдар, Нұр Отанның белді мүшелері ешқайсы сіздердің алдарыңызға келген жоқ. Олай болса ондай партияның бізге керегі бар ма? На этот раз протесты завершились трагедией. Какой праздник? Где праздник? 16 декабря 2011 года после столкновений бастующих с полицией в городе начались беспорядки. В ответ полиция открыла стрельбу по протестующим. В результате, только по официальным данным миссии по соблюдению прав человека в Казахстане было ранено около 100 человек. Погибли 16 человек.
О том, что полицейские стреляли боевыми патронами по безоружным протестующим и избивали раненых, стало известно благодаря видеозаписям очевидцев. Кадры из Жанаузена завирусились в соцсетях. Тогда уже существовали и были популярны в Казахстане такие платформы, как Facebook, Twitter и YouTube. Международные правозащитные организации обвинили казахстанские власти в нарушении прав человека, применении чрезмерной силы против мирных демонстрантов. Чтобы выйти из сложившегося политического кризиса, руководство страны было вынуждено признать, что требования нефтяников были в целом обоснованными. Однако основную ответственность в трагедии власти переложили на местную администрацию и правоохранительные органы. В отставку был отправлен аким области Крымбек Кушербаев, а аким города Жанаузен был привлечен к уголовной ответственности за хищение. Также с должности были сняты председатель Национального фонда Самрук-Казна Тимур Кулибаев, руководители компаний «Казмунайгаз» и «Узенмунайгаз». За превышение полномочий были осуждены 5 полицейских. Они получили сроки от 5 до 7 лет лишения свободы. В целом, авторитарный режим отреагировал на чрезвычайную ситуацию в привычной для себя манере. Признав упущение со своей стороны, главными виновниками трагедии власти определили все же самих нефтяников и профсоюзных лидеров. По итогам официального расследования и суда 37 участников протестов получили реальные и условные сроки за участие в массовых беспорядках. Плюс по обвинению в разжигании розни были осуждены представители незарегистрированной партии «Алга». Однако правозащитные организации зафиксировали многочисленные нарушения в ходе ведения следствия и поставили под сомнение объективность и справедливость судебного дела по жанаузенским событиям. В то же время в СМИ и социальных сетях развернулась обширная кампания, направленная на дискредитацию протеста и его участников. Пропаганда пыталась убедить общество в том, что конфликт вызван трудовым спором между нефтяниками и их работодателями, отвлекая внимание от его политических предпосылок. Кроме того, с подачи некоторых экспертов официальные лица объявили непродуманную иммиграционную политику страны основной причиной конфликта, тем самым указав на кандасов как на главных инициаторов протестной активности в регионе. Сам Нурсултан Назарбаев еще во время своей первой поездки в Жанаузен, первые недели после протестов, обвинил в беспорядках преступные организации, имеющие связи за пределами Казахстана. Мұнайшылардың, жұмыс берушілердің арасындағы келіспеушілікті пайдаланған арандатушылардың бар екенін, олардың қалай дайындалғанын, май құйған бутылканы қалай дайындағанын, оның барлығы анықталып жатыр. Олардың барлығы уақытымен ұсталатын болады, жазаға тартылатын болады. По его версии, бандиты воспользовались трудовым конфликтом, чтобы посеять в обществе вражду – социальную, межнациональную и межрелигиозную. Версию о третьих силах из-за рубежа тогда активно поддерживали прогосударственные СМИ. Они искали в жанаузенских событиях следы бывшего зятя Назарбаева Рахата Алиева, который на момент событий предположительно жил в Мальте, и опального олигарха Мухтара Аблязова, который покинул Казахстан в 2009 году и жил в Лондоне. Представители Аблязова поспешили опровергнуть обвинения в причастности к событиям в Жанаузене. Главным следствием жанаузенской трагедии стало еще большее усиление авторитарных тенденций в стране. В последующие годы правительство ужесточило контроль над СМИ, усилило репрессии в отношении оппозиционных активистов, а также практически ликвидировало независимые профсоюзные организации в стране. Все это привело к тому, что в Казахстане стало еще меньше возможностей для выражения общественного недовольства конструктивным путем. Протестное движение после Жанаузен. После жанаузенской трагедии протестная активность в казахстанском обществе стала спадать. Как показывают данные Казахстанского международного бюро по правам человека, с 2012 по 2018 годы число мирных собраний в стране становилось меньше с каждым годом. Причем в разы уменьшилось количество митингов политического характера, что, по всей видимости, связано с окончательно расчищенным политическим полем и репрессиями в отношении лидеров оппозиционных движений в стране. Эпизодические выступления граждан были больше связаны с социально-экономическими и правовыми вопросами.
Самой значимой протестной мобилизацией этого периода являются так называемые земельные митинги. В 2016 году в городах Атырау, Актобе и Семей возникли стихийные протесты против законодательных изменений, предусматривающих продажу сельскохозяйственных земель иностранным гражданам и компаниям. Самый большой митинг прошел в Атырау, который по разным оценкам собрал до 4000 человек. Чтобы не допустить дальнейшей эскалации протестов, власти пошли навстречу протестующим гражданам, и президент объявил мораторий на закон. Земельные митинги показали высокий мобилизационный потенциал казахстанцев. Оказалось, что даже без явных лидеров и действующих оппозиционных партий граждане способны самоорганизоваться и влиять на принятие политических решений. Таким образом, несмотря на снижение количества митингов и мирных собраний, протестное поле в стране после жанаузенской трагедии продолжало расширяться. К традиционным протестным сообществам в лице нефтяников, шахтеров, партийных активистов добавились новые группы. В частности, можно отметить экоактивистов, многодетных матерей, феминистские организации, дольщиков, банковских вкладчиков, а также жертв административного и полицейского произвола. Все эти низовые инициативы хоть и собирали небольшие митинги, но существенно влияли на публичную повестку в стране. Отдельно стоит выделить категорию многодетных матерей. Их протест стал одним из самых массовых протестных движений в современном Казахстане. Это движение возникло стихийно, в ответ на трагический пожар, унесший жизнь 5 девочек в Астане. Сразу после этой шокирующей истории в нескольких городах страны начались выступления матерей, требовавших повышения социальных льгот и решения жилищных проблем. Общей чертой новых протестных групп стало отсутствие явного лидера и низовой способ организации. Кроме того, они активно использовали социальные сети для координации действий и мобилизации своих сторонников. Это позволяло им оперативно реагировать на события и организовывать свои акции. Однако идеологически они были разнонаправленными. Если многодетные матери в своих акциях воспроизводили консервативный и даже антилиберальный нарратив, то феминистские движения пытались актуализировать левую либеральную повестку в стране. Следует отметить, что эти протестные группы были лишь видимой частью айсберга. Существовал широкий круг критически настроенных граждан, запросы которых никак не были представлены действующими политическими акторами. Но в условиях закупоренности каналов выражения общественного недовольства протестный потенциал общества имеет свойство накапливаться и выплескиваться в случае возникновения форс-мажора или значимых политических сдвигов. Протесты в постназарбаевском Казахстане. Таким политическим сдвигом можно считать внезапную отставку первого президента Нурсултана Назарбаева в 2019 году. Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан. Его добровольный уход и назначение Касым-Жомарта Токаева своим преемником запустил череду политических изменений в стране. Активизировалось гражданское общество, у людей вновь появился интерес к политике, в обществе усилилось ожидание перемен и укрепилась надежда на позитивные изменения. Однако непопулярные политические решения, как, например, переименование Астаны, а также фальсификации на выборах, стали триггерами для протестной мобилизации. На волне общественного недовольства в стране возникли новые политические движения. Один из ярких примеров – низовое горизонтальное движение «Оян Казахстан», выступающее за политические реформы. В период с 2019 по 2021 год движение организовало множество митингов и акций. Самой известной стала их первая акция «От правды не убежишь», которая вызвала незамедлительную реакцию властей. Активистов Асию Тулесову и Бейбарыса Тулымбекова, которые держали баннер, арестовали на 15 суток. Серьезной политической силой стали независимые наблюдатели, самоорганизованные группы граждан, которые препятствовали масштабным фальсификациям на президентских выборах в 2019 году.
числу значимых протестных акторов следует отнести незарегистрированные политические партии, например, Демократическая партия Казахстана, Республика и запрещенная в стране организация «Демократический выбор Казахстана». Как показывают мониторинговые данные, с 2019 года в Казахстане резко выросло число протестов. Так, по данным американской базы данных ACLED, The Armed Conflict Locations and Event Data Project, если в 2019 году в стране было зафиксировано более 570 протестов, то в 2020 году их число выросло до 830, а в 2021 году уже произошло более 1000 протестных акций. Наибольшее количество выступлений пришлось на города Алматы, Астана и Мангостаускую область. Согласно данным Oxus Society, который ведет собственный мониторинг протестов в Центральной Азии, почти половина всех протестов в период с 2018 года и до середины 2020 года были связаны с требованиями политических реформ. Очевидно, что политический режим в стране не был готов к такому сценарию развития ситуации. В ответ на усилившееся общественное сопротивление правительство страны усилило репрессии и жестокое подавление протестов. По данным того же Oxus, более четверти всех протестов заканчивались насильственными действиями со стороны полиции и многочисленными арестами участников. Одновременно с этими действиями государство обещало либерализовать законодательство в сфере партийной деятельности и проведения мирных собраний. Однако эти законы на деле имеют такой же ограничительный характер. Канды Кантар. В начале января 2022 года в Казахстане вспыхнули массовые протесты, которые отличались не только своим масштабом, но и удивительной синхронностью. Начавшись в городе Жанаузен, протесты за пару дней перекинулись практически на все регионы страны. По разным оценкам, число митингующих в период со 2 по 6 января достигло нескольких сотен тысяч, а протестные акции охватили почти 70 населенных пунктов Казахстана. Впервые за 30 лет жители страны столь массово и практически единовременно выступили против власти, требуя улучшения условий жизни и политических изменений. Такая синхронность в современной истории протестного движения Казахстана – это скорее исключение. Обычно митинги и демонстрации носят локальный характер и вовлекают небольшое число участников. Январские выступления тоже начинались как локальная история. Против резкого повышения цены на сжиженный газ первыми выступили местные жители сначала в Жанаузене, а затем и в Актау. Однако буквально за 2 дня призывы протестующих подхватили и в других областях, которые проблема стоимости газа не затрагивала напрямую. По всей стране люди стали собираться в стихийные демонстрации и выдвигать уже собственные требования. При этом важным элементом объединения митингующих стала идея солидарности с жанаузенцами. Многие участники и участницы объясняли свой выход на улицы в январе 2022 года желанием поддержать митинг в Жанаузене. В этой связи возникает вопрос, каким образом Жанаузен стал объединяющим фактором протестного движения в Казахстане. Что изменилось с 2011 года, когда жестокое подавление нефтяников не привело к протестам в других регионах? Почему, несмотря на попытки властей представить жанаузенские протесты исключительно как трудовые, Жанаузен стал символом сопротивления политическому режиму? Быстрое распространение протестов, начавшихся в городе Жанаузен, на самом деле это результат накопленного напряжения в обществе к концу 2021 года. К этому периоду ожидание перемен в Казахстане сменилось апатией и разочарованием в политических реформах, обещанных Касым-Жомартом Токаевым. За 3 года новое руководство страны так и не сумело сделать политическую систему в стране более открытой и учитывающей интересы широких слоев. Одновременно в обществе нарастало раздражение неэффективной работой правительства, которое во время пандемии не смогло справиться с экономическими и социальными вызовами, включая высокую инфляцию. Продолжающиеся с 2019 года протестные акции и жесткая реакция на них со стороны властей укрепили мнение, что корень всех системных проблем в стране – это политический режим.
Отсюда возникло комплексное требование «Шалкет» – протест против несправедливого режима и его ключевых бенефициаров. В этом контексте повышение цены на газ в западных регионах страны стало последней каплей, спровоцировавшей социальный взрыв по всей стране. Реакция властей на массовые протесты была, как и прежде, жестокой и репрессивной. За исключением некоторых западных областей, во всех регионах полиция применила силу против участников митинга, а президент Касым-Жомарт Токаев в своих официальных обращениях перешел на язык угроз и силы. Террористические банды являются, по сути дела, международными. Они прошли серьезную подготовку за рубежом. Он назвал участников протестов бандитами и хулиганами, а сами протесты – организованными внешними и внутренними враждебными силами. В своей речи он называл протесты террористической войной и вооруженной агрессией со стороны международного терроризма против нашей страны. 7 января появился знаменитый твит Токаева о 20 тысячах террористах, напавших на Алматы. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. После этого президент отдал приказ правоохранительным органам стрелять на поражение без предупреждения, а также призвал в Казахстан миротворческие силы ОДКБ, чтобы стабилизировать ситуацию. В итоге акция подавления завершилась смертью более 230 граждан, убитых в основном в Алматы в период с 6 по 7 января. В последующие недели и месяцы десятки и сотни человек по всей стране были арестованы. Многие прошли через пытки в СИЗО. Судебные процессы продолжаются до сих пор, а кто-то уже получили сроки и находятся в тюрьмах. Жанаузен как объединяющий символ протестного движения. По результатам официального расследования, массовые протесты в Казахстане стали результатом заговора против действующей власти и попыткой государственного переворота. Именно этот нарратив продвигает государство с помощью СМИ и различных аффилированных экспертов. Однако, как показывают опросы общественного мнения, официальная версия не вызывает особого доверия у казахстанцев. По данным опроса Демоскоп и PaperLab, более 50% опрошенных склонны скептически относиться к итогам расследования властей. Правда о январских событиях является предметом расследования и изучения активистами, журналистами и правозащитными организациями в Казахстане. Одним из центральных вопросов, который волнует общество, это стимулы участников протестов. Как показывают свидетельства очевидцев, а также документальные фильмы, снятые независимыми журналистами, желание поддержать жителей Жанаузена стало одной из главных мотиваций для граждан, принявших участие в протестах. Над подкастом работали авторка идеи и продюсерка подкаста Айслу Тойшыбек. Эпизоды на русском и казахском языках редактировала Ружан Амалова. Сведение и мастеринг эпизодов сделал Константин Кохан. Обложку подкаста нарисовала художница Жанель Шахан. Джингл написала композиторка Асыл Алмаханова. Материалы на казахский язык перевел Фридрих Шихртке. Эпизоды на казахском языке озвучила Жанна Кабасова. На русском языке Айслу Тойшыбек. Текст в начале и в конце эпизодов начитала Ружан Амалова. Настоящий подкаст стал возможен благодаря щедрой поддержке американского народа через Агентство США по международному развитию USAID. Ответственность за содержание несет товарищество с ограниченной ответственностью Bulbul Studio, и оно не обязательно отражает точку зрения USAID или правительства Соединенных Штатов.